Друзья, доброе утро! В эфире национальное телевидение Калмыкии, и сегодня с вами я, Амуланга Джаданова. И по традиции начинать свой новый день мы будем с помощью легкой утренней зарядки. Внимание на экран! Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна. Сегодня я провожу зарядку. Повторяйте вместе с нами. Начните утро бодро. Итак, первое упражнение у нас будет на пресс. Встаем в планку. На прямые руки. У нас 4 точки опоры. 2 ладони, ноги, животик втянут. Тело находится в одной плоскости. И одной ножкой мы отшагиваем в сторону, возвращаем ее назад и тоже делаем другой ногой. Живот все время держим втянутым. И раз, два, три, 4. Еще. Раз, два, три, 4. Немножко можно упростить и опуститься на локти. То же самое. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Повторений нужно сделать 20. Следующее будет тоже планочка, называется высокая-низкая. Мы встаем на прямые руки и опускаемся на локти. Вверх, вниз. 2, 3, 4, 5. Животик держим. 6, 7. Еще 2. 8, 9. Хорошо. Следующее упражнение называется ягодичный мост на одной ноге. Ложимся на спинку, лопатки вместе. Лопатки вместе, лежим на спине, на лопатках. Руки вытянули вдоль коврика, вдоль тела. Закинули одну ногу на другую и поднимаем таз наверх. Подняли и опускаем вниз, не касаясь коврика. И делаем таких 20 движений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, теперь меняем ногу, закидываем другую. То же самое на второй ноге. 1, 2, пятку не поднимаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10 повторений. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, отлично. Теперь мы разворачиваемся на живот, ложимся, ноги положили прямые на полу, руки вытянули вперед, на весу держим. Опустили глаза в пол, подбородок вниз, голову не поднимаем. Заводим одну руку, касаемся ягодицы верхней точки, вернули ее. То же самое делаем второй рукой. 1, 2, 3, 4, шею не прогибаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Отлично, поднимаемся. И следующее упражнение будет выпад вперед-назад. Когда мы делаем выпад ногой, у нас угол и одной, и второй ноги должен быть 90 градусов, прямой угол. Сели, отталкиваемся пяткой, с пятки на носок. Поднялись и шагнули назад. То же самое. 1, 2, 3. Выполняйте 10 повторений каждой ногой. 4, 5. Назад. Хорошо, девочки. 6, 7, 8, спина прямая, 9 и 10. Хорошо. И то же самое делаем второй ногой. Шагаем вперед. 1, назад, вперед, назад. Это 2, 3, 4, 5, 6. Терпим, девочки. 7, 8, 9, 10. Хорошо. Сейчас мы снова ложимся и сделаем упражнение на пресс. Ноги согнули, руки вместе, вытянули перед собой, ноги сделали шире, колени шире развели. И на выдохе поднимаемся наверх, округлили поясницу, округлили спинку. И на выдохе мы поднимаемся наверх. Выше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Девочки, все хорошо? Вот и все. Если вы сделаете такую зарядку, то проснется все ваше тело, и вы целый день будете порхать. Очень продуктивный день будет. Завтрак – это не просто один из пунктов в режиме питания. Это крайне важный этап, который буквально пробуждает организм, наполняет энергией и даже, если хотите, делает настроение на предстоящий день. Предлагаю настроиться на этот прекрасный день с помощью вкуснейшего ароматного калмыцкого чая. Третий вид калмыцкого чая с обжаренной мукой. Мука добавлялась для того, чтобы чай приобрел насыщенный вкус и плотную текстуру. Муку добавляем в сухую сковородку и обжариваем, интенсивно помешиваем, для того, чтобы мука у нас не пригорела. Мука должна обрести такой цвет золотистый. Самое главное, чтобы мука не пригорела, иначе калмыцкий чай будет иметь горьковатый вкус. Интенсивно помешиваем. У меня здесь примерно 100 грамм муки, такого количества хватит на 4 пиалы. По желанию вы можете добавлять разные пряности, не только мускатные орехи и лавровый лист, но и перец, гвоздику, они только улучшат вкусовые качества калмыцкого чая. Мы довели муку до нужного цвета, сейчас будем добавлять в калмыцкий чай. Обжаренную муку мы пересыпем в отдельную пиалу, для того, чтобы каждый гость смог уже добавить ее себе и попробовать. Наливаем в пиалу чай. И добавляем примерно столовую ложку муки. Обязательно нужно будет хорошенько перемешать, для того, чтобы все ингредиенты у нас смешались и чай получился у нас однородный и желательно без комочков.
Доброе утро всем, а мы продолжаем. Сегодня мы находимся в Национальной библиотеке имени Амурсанана. Наша беседа пройдет с сотрудником библиотеки Булгун Гайдаевой. Булгун, доброе утро, рада вас видеть. Здравствуйте, тоже рада вас видеть. Булгун, насколько мне известно, сейчас проходит такая акция «Мартовская капель». Что она включает в себя? Какие мероприятия? Да, Мартовская капель традиционно уже проходит в Национальной библиотеке Амурсанан. В этом году второй раз мы проводим эту акцию. Начинается она с 13 марта, со Дня калмыцкой поэзии. Было с 1990 года установлено, что день рождения нашего калмыцкого поэта Давида Кугультинова будет отмечаться и День калмыцкой поэзии. Он родился 13 марта 1922 года. В этом году мы отмечаем столетие Давида Кугультинова. И именно вот с 13 марта и традиционно стартует акция «Мартовская капель». Она будет продолжаться до 21 марта, до Всероссийского дня поэзии. В рамках акции вот в этом году, именно сейчас, какие конкурсы или что вот проходит? Ну, если говорить о цели, то цель акции это пробудить внимание читателей, да, к калмыцкой поэзии, к поэзии в целом, а также поддержать молодых поэтов, авторов. Именно этому посвящена Мартовская капель. Сначала акция у нас как бы положена таким образом, что звучат посвящения и стихи Давиду Кугультинову. Посвящение Давиду Кугультинову, соответственно, его стихи. А в дальнейшем, то есть любой как бы читатель может выбрать понравившееся ему стихотворение, прочитать не обязательно Кугультинова, любого автора или свое собственное стихотворение. То есть звучат стихи, то есть Мартовская капель именно посвящена этому поэзии. Какой отклик вы получаете вот от читателей библиотеки? Сколько людей участвуют, принимают участие в этом мероприятии? Принимают участие все, кого интересует поэзия. Я думаю, отклик обязательно будет. В прошлом году были участники. Вы можете, допустим, на сайте библиотеки, да, кто интересуется, может зайти в соответствующий раздел. Там есть видео, записи у всех участников Мартовской капели. И в этом году мы только недавно начали, но уже есть те, кто участвует активно. И несмотря на то, что, допустим, у нас не предусмотрено участие детей, больше авторов, чтецов, есть все-таки отклик и от детей. Например, Верхнеяшкульская санаторная школа-интернат прислала нам очень интересные видео, где дети читают стихи. Нам очень понравилось, и поэтому мы включили эти стихи в Мартовскую капель, и их можно тоже услышать на сайте библиотеки. То есть возрастных ограничений нет? Нет, если есть желание читать и нести поэзию, конечно же, нет. И мы всегда только рады. Это стихотворение посвящаю великому поэту Давиду Никитичу Кугультинову. Это имя мы никогда не забудем. Чтить его память вечно мы будем. Под яркой звездою рожден наш поэт Давид Кугультинов, большой человек. На долю поэта выпадало немало. С ним судьба вновь и вновь злую шутку играла. Через все смог пройти легендарный поэт, борец по натуре, но простой человек. Он умел слышать, слушать, говорить и писать. И, конечно же, думать и размышлять. Он великий, могучий, достойнейший сын. Кугультинов Давид. Такой он, один. Стихи, посвященные Давиду Кугультинову, стихи твои бессмертно называются. Я не Давид, он старше чуть меня, но родились мы под одной звездою. Трехтомник был бальзамом для меня, его написан золотой рукою. Мы не искали легкие пути, а трудные шли сами.
я не скрою. В печальный день друг другу мы нужны, как в юбилейный, избранный судьбою. По росчерку злосчастного пера народы наши узниками стали. Ведь это было будто бы вчера, вы в ледяной Сибири замерзали. Хватили и горя через край с лихвой, и мой народ в то время вымирал. Тебя в строю сопровождал конвой, переселенцем я еще в утробе стал. И, может, потому так за душу берут твои стихи. В чернила влил ты кровь. Столетия камни в пыль сотрут. Стихи твои бессмертны, в них любовь. Как я поняла, никаких возрастных ограничений, никаких критериев отбора. По итогу чем завершится эта акция? Ну, по итогу акции будет проведено мероприятие. У нас в библиотеке Амур-Санан будут приглашены авторы, кто участвовал в мартовской капелле, чтобы они могли встретиться с читателями, ну, чтобы это было не только в онлайн-формате, но и в обычном формате, когда вы непосредственно можете встретиться с автором, может, какие-то вопросы. И вообще это всегда вдохновляет, я думаю, людей более вдохновительно для них, да, поэтому обязательно будет проведено такое мероприятие. На ваш взгляд, вы являетесь сотрудником библиотеки, проводятся различные там литературные вечера, та же мартовская капель. Почему такого рода фестивали, выставки и так далее важны для наших читателей и в целом для республики? Ну, я думаю, что библиотека, как хранитель культуры, да, хранитель культурного наследия и калмыцкого народа, и в целом мировой культуры, всегда стремится сделать эту культуру как бы доступной для читателей, более современной, скажем так, потому что современные читатели, современные люди, они уже по-новому, по-другому видят наследие прошлого. Наша задача как бы нести эту информацию доступно, интересно, и чтобы интерес не пропадал, чтобы молодые читатели, молодые авторы продолжали свое творчество, да, именно потому что без как бы прошлого нет будущего, да, все равно мы должны все время в области культуры всегда оценивать и прошлый опыт, интересоваться, чтобы двигаться вперед. Я думаю, что для этого обязательно нужно проводить различные мероприятия, вечера творческие. Ну, в общем, цель, я думаю, такая. А вас, чье творчество среди калмыцких поэтов, публицистов и писателей больше близко к вам по душе, по внутреннему стилю написания? Конечно же, творчество Давида Никитича Кугультинова в первую очередь, да, и еще мне нравится очень творчество Владимира Нурова. Вот эти авторы, я думаю, больше всего мне близки. 13 марта мы как раз-таки говорили о том, что отметили столетие Кугультинова по всей республике. Я думаю, в этом году будут также проводиться дополнительные мероприятия. В библиотеке что-то планируется еще, помимо мартовской капелли? В библиотеке уже проводились мероприятия, посвященные столетию со дня рождения Давида Кугультинова. Они проводились 13 марта. В стенах библиотеки была выставка, посвященная Николаю Бошеву, да, посвященная Кугультинову. Также звучали стихи, был открытый микрофон, где могли почитать стихи юные авторы и читатели. Другие мероприятия проводились, это уже в такие более локальные, да, в отделах библиотеки, в зависимости от целевой аудитории, там проводились свои мероприятия, посвященные тоже Кугультинову. Вы ранее сказали о том, что вам больше импонирует творчество Кугультинова, творчество Владимира Нурова. Можете нам прочесть какой-нибудь небольшой отрывок из произведений этих мэтров культуры калмыцкой? Паренек на блеклом фото, взгляд, не знающий заботы, на меня сверкнул из мглы. Вот он я, давнишний, прежний, трав зеленых безмятежней. Я смотрю, и из сердца кто-то колет кончиком мглы. Как же так в туманной дали близкие не угадали? Не прочел хоть кто-нибудь за улыбкою веселый путь грядущий мой, тяжелый, горький, радостный мой путь. Так же, как во мне, бывалом,
посидевшим и усталым, юные друзья мои, вам не видится, конечно, паренек с душой беспечной, тот, что был когда-то я. Булгун, а чем ознаменовалась Мартовская капель в этом году? Может быть, было что-то такое запоминающееся? Да, в этом году Мартовскую капель открывал молодой поэт Намто Дарджиев. Он является лауреатом премии Кугультинова. Рэп, который читает Намто Дарджиев, вы можете услышать, да, увидеть на сайте библиотеки, был посвящен 90-летию Кугультинова. И вот спустя 10 лет, в этом году, в 2022, он стал лауреатом, то есть спустя 10 лет он стал лауреатом премии Кугультинова. Национальная библиотека имени Амурсанана представляет к 90-летию Давида Никитича Кугультинова. Йо. Ты будешь либо не местным, либо полным кретином, если не знаешь фамилию Кугультинов. Ты будешь как крыловская свинья, потребитель, что не смотрит вверх, но жрет желуди. Забыв прошлое, в будущее тяжело уйти. Классика всегда жива, сиюминутная сходит бесполезной коростой. Сегодня Давиду Никитичу могло исполниться 90. Он начал свой путь с ныне забытого хатона. Казалось бы, что хорошего ждет внука кулака, однако первые стихи в местной газете осознание жить именно этим. После школы Астраханский Каунпединститут. Поэзия помогает и тут. Стихи юности, первый сборник и членство в Союзе писателей. Далее армия с чина старшины, вот он уже лейтенант. Проклятая война и уничтоженный мир. Проклятый декабрь 43-го и высылка в Сибирь. Кугультинов снят с передовой за то, что калмык. Но от правды он не отрекался ведь, даже когда грозила явная смерть. Бился за справедливость и творить ему надо было позарез. В то время слово в защиту своего народа значит под арест. Тюрьмы и лагеря, отчаяние и голод. Путь к счастью так долг. У власти Хрущев и благословенный год 56-й, когда калмыки наконец вернулись домой. Во благо Родины поэт трудился наравне с другими. Стихи и поэмы из черновика на века переведен на многие языки мира. Планета номер 2296 названа в его честь. Ему писал письма мэр Хиросимы. Сейчас бунт разума как никогда злободневен, потому как ядерное оружие — этот Пандорин ящик. Угроза всему живому в настоящем. В оригинале и в переводе Юлии Нейман его стихи оставляют клейма. Творчество Кугультинова необходимо помнить всем нам, да, ведь только поэзия делает тебя духовно богаче, никак иначе. Но не глупые подписки из тупого контакта. Истинная сила в книгах, что на полках. Проводи свое время с толком. Только поэзия делает тебя духовно богаче, никак иначе. Но не глупые подписки из тупого контакта. Истинная сила в книгах, что на полках. Проводи свое время с толком. Только поэзия делает тебя духовно богаче, никак иначе. Но не глупые подписки из тупого контакта. Истинная сила в книгах, что на полках. Проводи свое время с толком. Булгун, спасибо большое за наше интервью, за то, что уделили нам время. У нас есть добрая традиция, в рамках которой вы можете оставить самые добрые и искренние пожелания нашим телезрителям. Да, конечно, хочу пожелать телезрителям вашей передачи хорошего, доброго утра, прекрасного настроения сегодня, вне зависимости от погоды, да, держать свою погоду в душе, хорошую, прекрасную. Пусть им сопутствует удача и успех во всех делах. Друзья, на этом мы завершаем наш эфир. Пусть этот день пройдет легко и энергично. Всем пока!